Здравствуйте, ребята, садитесь. Садитесь. Итак, сегодня, ребята, у нас урок повторения по разделу синонимы, антонимы, время. Итак, вот звонок нам дал сигнал. Поработать час настал. Так что время не теряем и урок наш начинаем. Итак, ребята, какие качества нам понадобятся для того, чтобы узнать что-то новое, сделать свое маленькое открытие? Какие качества нам понадобятся? Внимательность и наблюдательность. Молодцы, ребята. А что вы можете сказать об этих словах? Что это за слова? Внимательность, наблюдательность. Руки поднимаем. Сымбат? Синонимы. Молодец. Ребята, вы сегодня будете работать, за ваши ответы я буду давать вот такие смайлики. Вот такие они смайлики. Видите, какие красивые? И, значит, потом в конце урока мы посчитаем, у кого самое большее количество смайликов, значит, тот активно работал, да? Итак, синонимы, антонимы. Значит, сегодня тема нашего урока, мы сегодня с вами закрепляем тему синонимы, антонимы. Итак, пишем тему урока. Пишем очень красиво. Работаем очень быстро. Значит, сегодня будем говорить о словах близких и противоположных по смыслу. Итак, то есть цель нашего урока, ребята, сегодня мы с вами будем участвовать в диалоге. Также мы с вами будем различать синонимы, антонимы, однозначные и многозначные слова. Различать, будем работать по частям речи, то есть различать существительные, прилагательные, глаголы, да, ребята, мы это все уже умеем делать. Итак, наша грамматическая тема урока – синонимы, антонимы, но наша лексическая тема урока – это время. То есть мы с вами уже, в контексте по всем предметам мы с вами говорим про что? Про время, правильно. Итак, давайте запишем чистописание. Пишем. Очень красиво. Что такое чистописание? Это красиво писать. Время. Итак, всю строчку. Быстро пишем, красиво, аккуратно и быстро. Вы уже 3 класс, ребята. Так, молодцы. Итак, послушайте несколько советов. С вечера готовь все, что понадобится утром. Отведи каждой вещи свое место. Каждая вещь должна быть всегда на своем месте. Не лежи долго утром в постели. Не веди бесконечные телефонные разговоры. Отдыхай активно. Береги время. Ребята, что значит береги время? Мы много с вами говорили на эту тему, да? Итак, что значит береги время? Аделина, это вот особенно касается тебя. Время надо беречь, пока ты в твоем детстве надо хорошо учиться. Правильно, садись. Так, Сымбат. Время нужно беречь, потому что мы тогда не сможем, мы тогда будем всегда опаздывать. Чтобы не опаздывать, да, точнее. Так, и последняя, Айжахан, давай послушаем. Время нужно, чтобы ты Забыла. делала Все вовремя. Итак, ребята, давайте запишем самое главное предложение. Береги время. Пишем. Береги время. И поставим восклицательный знак. Потому что, кто мне определит, почему мы ставим восклицательный знак? Какое-то предложение по цели высказывания, София? Береги время.
Какое-то предложение? Восклицать. Нет, не восклицать. Береги время. Какое-то предложение по цели высказывания? Важно. Ну, а точнее, оно побуждает. Береги время. К действию побуждает. Значит, это предложение побудительное. Немножечко забыли, да? Так, дальше пошли работать. Итак, значит, ребята, чтобы сегодня на уроке все успеть, да, получить побольше смайликов, мы должны что делать? Беречь время, а быстрее работать. Вот и ваша главная задача. Итак, первое задание ваше. Вам нужно подобрать синонимы к фразеологизмам, записать эти синонимы, определить часть речи. Давайте вспомним, ребята, что такое фразеологизм. Руки поднимаем, руки. Фразеологизм. Аделина? Слова, которые по смыслу... Неправильно. Фразеология, я не синонимы спрашиваю. Фразеологизм, мы с вами много говорили. Например, приведите мне пример из фразеологизма. Сури. Надутый, как индюк, хорошо. Маша? Бабушкины сказки. Бабушкины сказки, ладно. Так, Айдана? Спасибо. А? За 3-9 земель. Значит, что такое фразеологизмы? Это Это устойчивые сочетания слов. Сама себе смайлик даю. Никто не смог это ответить. Итак, значит, пожалуйста, рукой подать. Рукой. Так, давайте так. Сейчас я вам даю 7 минут на то, чтобы вы записали эти словосочетания, да, то есть фразеологизмы, и подобрали к ним синонимы. Задание понятно? Все, работаем. И определили часть речи. Итак, давайте устно быстренько отработаем. Пожалуйста, рукой подать. Рукой подать. Что это значит? Рукой подать. Значение этого слова, этого фразеологизма. Рукой подать. Ну-ну-ну. Когда говорят рукой подать? Когда? Нет, неправильно. Неправильно. Когда близко. Молодец. Следующий фразеологизм. Зарубить на носу. Айжахан? Неправильно. Кто? Запомнить, правильно. Дальше. Прикусить язык. Прикусить язык. Не замолчать, точнее, замолчать. Дальше. Знать на зубок. Хорошо, выучить, да? Так, заячья натура. Заячья натура. Почему заячья? Зайцы какие бывают? Еще какие? Они всегда боятся волков. Значит, они какие? Трусливый. Заячья натура, значит трусливый. Волком смотреть. Волки. Нет. Волком. А точнее злой, а точнее враждебно смотреть. Все, работаем. Определить часть речи. Рядом или сверху можете написать. Не вот тут, а в синонимах определяем части речи. Задание понятно? Все, 5 минут вам на это задание. А теперь мы с вами поменялись тетрадками друг с другом, поменялись тетрадками, быстро взяли в руки зеленые ручки. А если нет? Чего нет? Зеленой ручкой. Карандашом. Я говорила, чтобы у всех была зеленая ручка. Поменялись, быстро поменялись. Поменялись тетрадками. Лаура с Даниялом быстро меняемся. Все, сколько успели? Сколько успели? Все поменялись? Нурила, Сайжахан быстро поменялись. И Мангали поменялись. Так, у нас сейчас будет взаимооценивание. Взяли в руки зеленые ручки? Итак, смотрите, критерии оценивания. Посмотрите сюда. Если тот, кого вы проверяли, подбирает синонимы, то есть смог написать слова, то
вы ставите 2 балла. Считаете 2 балла, да? Если записывает эти слова без ошибок, то ставите 2 балла. Если 1-2 ошибки, уже по 1 баллу снижаете. И если определяет часть речи, то ставите все 6 баллов. Понятно? Запомнили? Вот тут чуть-чуть не видно. Ой, подбирает синонимы 6 баллов, ребята. 6 баллов. Если на 1 не смог подобрать, значит 5 баллов. Если на 2, 4 балла. Поняли? Так, записывает без ошибок 2 балла. Определяет часть речи 6 баллов. То есть, если на 1 не смог определить часть речи, ставите 5 баллов. На 2 – 4 и так далее, минусуете каждый раз. Итого максимальный балл, ребята, здесь смотрите, 14 баллов должно быть максимально. А теперь проверяем. Итак, рукой подать, как, что? Очень Близко. То есть это какая часть речи? Наречие. Зарубить на носу – это запомнить. Это какая часть речи? Глагол. Проверяем, проверяем. Прикусить язык, замолчать. Значит, это, да, что делать? Глагол. Знать на зубок, выучить. Что делать? Глагол. Заячья натура, трусливый. Это какая часть речи трусливый? Какой? Трусливый, да? Прилагательное. Волком смотреть. Враждебно или зло, можно вот так, по-другому чуть-чуть. То есть эта часть речи наречие. Поменялись? Так, и поставили, посчитали баллы. Если они не написали, например, рукой подать и дальше не написали, что это. Значит, минусуете. Я же сказала, вот если все полностью написали, 6 баллов. Если написали, 1 не написали, 5 баллов, 2 не написали, 4, 3 не написали, 3 балла и так далее. Все? Готовы? 1 не написал, 5 баллов. Плюс записывает без ошибок 2 балла. Определяет часть речи 6 баллов, сверху часть речи. Готовы? На полях поставили баллы, мы потом все посчитаем вместе. Поставили? Да. Все, опять поменялись тетрадками. Опять поменялись. Быстро, быстро, ребята. Поменялись? Поменялись тетрадками. Лаура, я жду. Итак, что такое фразеологизмы, мы немножечко с вами вспомнили, да? А теперь, ребята, перед вами, готовы? Итак, перед вами вот такие четверостишья, да, небольшие. Но обратите внимание, что здесь пропущены у нас что? Слова. Вам нужно сюда дописать слова, то есть подобрать слова, подходящие к этому четверостишию. А у вас эти слова какие? Работа, труд, торопятся, спешат. Это какие слова? Синонимы. То есть подобрать из синонимов подходящие по смыслу слова. Пожалуйста, первое четверостишье. Кто готов? Руку поднимаем. Алима, читай громко. Я трудился не напрасно, я запомнил навсегда. Хлеб вкуснее не от масла, хлеб вкуснее от труда. Молодец. Значит, выбираем от труда. Можно? Второе, Тони. Золотистые Копны. копны соломы на плугах колхозные лежат, и ребята Дорогой. Да. Дорогой знакомой. Не занятий в школу спешат. Спешат, молодец. Так, следующее. Аркен, ну-ка громко, давай. Листов поле полетели и кружатся и летят. Лишь в пару поникшие ели зелень мрачную перекур. Ты выбери одно из двух. Какой подходит? Берегут или хранят? Зелень мрачную.
хранят. Молодец, молодец. Итак, вот мы с вами прочитали стихи с четверостишья, да? А теперь, ребята, определите стиль этих, ну, во-первых, определите жанр. Какой здесь жанр? Стихотворение, рассказ, сказка, что это? Стихотворение, хорошо. А теперь определите стиль этих стихотворений. Стиль художественный. Какие мы знаем стили? Ну-ка вспоминаем. Художественный, не художественный. Не художественный. Не художественный, то есть это может быть официально-деловой, разговорный, а еще научно-познавательный. Итак, определяем. Художественный, научно-познавательный. Научно-познавательный считается Сымбат. Почему ты считаешь, что это научно-познавательный? Потому что там говорится о том, что нужно беречь зелень. Садись. Мы согласны, Сымбат? Нет. Нет. Так. Художественный. Художественный стиль. Почему? Потому что Это стихотворение, вот и все. Художественным стилем. Ну-ка давайте вспомним, какие эти жанры относятся к художественным стилям. стихотворение. Стихотворение, еще сказки, басни и так далее. Все. Итак, задание такое. Одно выберите для себя, одно из стихотворений, какое вы хотите, записать по памяти. Задание понятно? Так, 5 минут для того, чтобы вы заучили одно, не надо все, одно, какое хотите, сможете самое легкое и записать по памяти. Все, готовы? Нет. Готовы? Получается? Читает, ребята, тот и запомнил это стихотворение. Эх вы, какая же у вас память. Так, а теперь, ребята, давайте проверим. Если вы полностью, хорошо написали это стихотворение, ну, чуть-чуть там ошибки, если ничего страшного, то можете нарисовать себе какой смайлик? Вот такой смайлик рисуем. Улыбочку себе рисуем. Вот такую. А если вы только 2 строчки смогли написать, да, то рисуем себе вот такой смайлик. Ну, 3 тоже можно. А если совсем не написали, ничего не вспомнили, слезы рисуем. А? Ну, 1 строчка тоже, наверное, вот это. Да, на полях. И проверяем. Проверяем. Готовы? Так, а теперь поднимите руки, у кого смайлик улыбается. Давайте все Алиме да, Софья и Алима похлопаем. У них очень хорошая память, они много читают, наверное, да? У кого просто... Ну, они тоже неплохо, значит, надо поработать над своей памятью, да, ребята? Так, а у кого совсем плохо? Вот для вас урок. Надо много что делать? Читать. Молодцы. Дальше. 3 строчки это вот, да, прям, ну так себе, серьезно. Так, следующее. Поработаем над развитием своей речи. Итак. Вам нужно из подходящих синонимов выбрать подходящий синоним. Здесь у вас даны, видите, синонимы. И вам нужно выбрать подходящий синоним к этому предложению. Внимательно подумайте. И кто готов, поднимаем руки. Первое предложение. Так, Имангали. В сырой климате. Правильно? Нет, Еще лучше. Ребята, смотрите, вы должны поменять окончание тоже. Не только выбрать подходящее слово, но меняем окончание. в мокром климате. Еще лучше. В мокрый климат бывает? Мокром. В сырой, не в сырой, правильно, а как будет? Сырой, мокрое. Сыром. В
сыром, выйди к доске Сури, запиши нам это предложение. В сыром климате, А мы пишем? да, вы тоже пишете, в сыром климате многие чувствуют себя плохо. Пишем. В сыром климате. Пишем. Многие А есть Павел. чувствуют, ребята, будьте внимательны, чувствуют. Плохо. Итак, Сури, для тебя такое задание. Нам нужно из этого предложения выписать словосочетание прилагательное плюс существительное. Определить число и род. В сыром климате многие чувствуют себя плохо. Где у нас тут словосочетание? Вспомним давайте, что такое словосочетание? Что такое словосочетание, Маша? Это два слова, которые связаны по смыслу. Молодец. Два слова, связанные по смыслу. Выпиши. Выпиши вот сюда, выпиши, пожалуйста. Какое у нас будет словосочетание здесь, Сури? В сыром. Сыром. Как это? Сыром. В сыром климате. И почему ты предлог оставила? В сыром. Мы не можем предлог оставлять. В сыром климате. Так, в скобочках определяем число и род. В сыром климате. Какое число? Сури. Число. Единственное или множественное? Единственное число. Пишем ед.ч. Так. И теперь род. В сыром климате. Чтобы определить род, мы должны поставить в единственный мужской род. Все. Хорошо. Так, мы должны были тебе дать 2 смайлика, но так как ты затруднялась в словосочетаниях, 1. Так, следующее предложение. В помещении сделали, как будет... А давайте без криков. Так, Аделина. Я запикала, там же ошибка. Чувствую, но так вам не стыд. А вы меня не... Можно Оно я- правильно. Это в сыром. Так. Так, садись. Аймангали. Сделали. Можно? Так. Влажные уборки. Иди к доске, выйди и запиши. В помещении сделали влажную уборку. Вы у себя пишете. Давайте быстро. В помещении сделали. Точка. Так. Словосочетание. В помещении сделали влажную уборку. Где здесь словосочетание? Словосочетание. Неправильно. Прилагательное плюс существительное. Да, Айганым. Влажные уборки. Влажную уборку. Пишем влажную уборку. Давай заново не пиши, просто здесь число, род и покажи главное и зависимое слово. Влажную уборку. Какое число? В скобках. В скобках. Вот тут пиши, в скобках. Число. Число какое? Влажную уборку. Какое число, Аделина? Число какое влажную уборку? Единственное. Пишем ед.ч. Ч. Род. Влажную уборку.
какой род? Вставь в единственное. Что? Влажная уборка. Значит, какое число? Ой, род какой? Женский род. Пишем женский род. Ж. Точка. Р. К доске выйдет Софья. Пассажиры приехали в Алматы на скором поезде. Идем к доске и запиши. Подожди. Вот тут. Пиши, быстро только. Пассажиры приехали. Она исправила уже. Приехали в Алматы. Алматы. На скором поезде. В скобочках сразу определяй, где у нас словосочетание. Скором поезде. Поезде. Число. Так. Число Единственное. Род. Род средний. Так, род. Мужской род. Хорошо. Мужской. Мужской род. Все, хорошо, садись. Итак. А теперь, ребят, быстро дописали, да? А что тут написано? Пассажиры приехали в Алматы на скором поезде. Все? Кто написал вот так? Итак, а теперь мы немножечко отдохнем. Итак, такая игра, ребята, физкульт-минутка. Встали все. Встали, немножечко отдохнем. Сейчас. Итак, я называю две пары имен, имен прилагательных. Если это антонимы, то вы хлопаете в ладоши, если это антонимы. Если это синонимы, то вы делаете прыжок. А если фразеологизм, то приседаете. Задание понятно? Готовы? То есть вы должны быть еще и внимательны. Итак, трудный, легкий. Трудный, легкий. Дальше. Все. Ненастный, жадный. Ненастный, жадный. Так, дальше пошли. Сейчас я еще раз повторю. Если это прилагательное, если это антонимы, то вы хлопаете в ладоши, синонимы делаете прочь. Так, дальше. Широкий, узкий. Широкий, узкий. Правильно. Ворон считать. Ворон считать. Не... Косой, кривой. Косой, кривой. Неправильно. Косой, кривой. Косой, кривой. Вот прыжок. Грязный, чистый. Грязный, чистый. Грязный, чумазый. Неправильно. Грязный, чумазый. Лясы точить. Лясы точить. Лясы точить. Это фразеологизм. Приседаете. Дивный, чудесный. Дивный, чудесный. Прыжок. Аккуратный, неряшливый. Как рыба в воде. Богатый, состоятельный. Прыжок. Богатый, бедный. Воды в рот набрать. Вот так. Отдохнули? Да. Дальше пошли работать. Итак, а теперь у нас небольшая сценка. Я вам приготовила вот такое интересное задание, по которым вы должны определить, какие у нас дальше будут задания. Так, сюда Софья и Имангали. А вы внимательно послушайте. И должны угадать. Итак, друг на друга смотрим. Ну и жарко. Да ты что, холодно? Да я покраснела же, а я побледнела с холода. Не торопимся. А ты что такое сладкое? Нет, я бодрая. А что это мы все время с тобой спорим? Холодно, жарко, побледнел, покраснел.
кислый, сладкий. Может быть, эти пару слов как-нибудь называются? Конечно, это слова-спорщики, как мы с тобой. Итак, ребята, что же это за слова-спорщики? Антонимы, правильно, садитесь, молодцы, ребята. Подождите, дайте я вам фишки дам. Вы же подготовились. Итак, что мы знаем об антонимах? Руки поднимаем. Что мы знаем об антонимах? Маша? Это слова, они... Противоположные по смыслу. Итак, следующее задание. Найти пропущенные слова. Ручейку говорила река: ты узок, а я широка. Правильно. Ты мелок, а я мелок, а я ты мелок, а я... Когда ручей мелкий, а наоборот небольшой, не огромный. Нет, глубокий. Об одном позабыла река, что она началась... С чего река начинает? С ручейка, правильно, с ручейка. Итак, следующее задание. Повернулись по группам. Так, давайте сделаем так. Вы поворачиваетесь туда. Поворачиваетесь. Так, да, и Аркен тоже вот сюда быстренько сядь. Идем, стульчик сюда. Итак, вот у вас задание. Здесь вам нужно составить пословицы из вот таких предложений, разбросанные. Вы должны собрать. Так, вы тоже, сюда, Эделина, присядь, пожалуйста. Ой, Так, вот вам. Раскрываем. Так, вы сюда. Сюда поворачиваетесь. Открывайте. Так, да, поворачивайтесь вместе. Открывайте. Так, вы должны были, да, открывайте и... Вот, я ждала вам. Так, вы готовы? Итак, как он? Так, пожалуйста, кто-нибудь из вас... Тише, не надо кричать, вот так. Так, пожалуйста, кто-нибудь из вас выйдите к доске и запишите эту пословицу. Алима, идем. Готовы? Все. Так, пиши. Так, следующее. Кто у нас следующий? Вы нашли, вы готовы? Кто из вас выйдет? Айдана выйдет, запишет свою пословицу. Так, здесь. Все, Айдана выйдет, запишет. Дальше. Здесь у нас кто? Айганым. Готовы? Умел ошибиться. Сумей. А где еще? Есть. А вы неправильно составили. Думайте. Есть. У вас все есть, вы неправильно составили. Все, молодцы. Так, вот эта группа тоже молодцы. Давайте им похлопаем. Первая группа тоже молодцы. Похлопаем. Молодцы. Похлопаем. Да, стирай. Так, все, садитесь. Сели. Тише. Так, вот доски нет. Так, ваша группа. Так, подожди. Подчеркнуть антонимы. Где у нас встречают по одежке, провожают по уму? Где антонимы? Подчеркивай. Так, и провожают. Молодец. Так. Дальше. Легче друга найти. А вы у себя пишите в тетради. Пишем, не сидим. Записываем. Антонимы записываем. Нет. Думай. Найти, потерять. Молодец. Идем, Айдана. Записываем. Пишем свои пословицы. Так, у вас?
Сумел ошибся, сумел справился. Сумел ошибиться. Как, ну-ка? Можно я? Умел ошибиться, сумей исправиться. Все. Айганым, да, хорошо. Иди, Айганым. Вот сюда запиши. И последняя пословица у нас кто? Идем, Сури, запиши. Сумей исправиться. Вы у себя пишете, ребята? Все? Все пословицы? Ну, да. Хотя бы 2. И подчеркнуть антонимы. Доска маленькая, поэтому у нас так получается. Ошибиться, исправиться. Молодец. Держи. Так, и вот это снизу вытирай. Снизу. Так. Не. Что у тебя? Не торопись. Нет, неправильно. Ой. Не спеши. Не спеши. Языком. Запятая. Торопись сделай. Торопись делом. Угу. Так, пожалуйста, антонимы. Не спеши языком, не спеши языком, торопись делом. Не спеши языком, торопись делом. Где у нас антонимы? Не спеши и торопись. Не спеши. Сури, не спеши. Итак, ребята. Так, это ваши пословицы. Можете записать. Записали? Нет. Так, а теперь, ребята, наш урок подходит к концу. Итак, перед вами стикеры, да? Перед вами стикеры. Значит, ваше задание такое. Вам нужно записать. Ох, я, кажется, не сделала. Так, запишите, пожалуйста, что вам понравилось на уроке, какие задания вам понравились на уроке, на ваших стикерах, вот на этих. Понятно, что вам было трудно, что вам понравилось, что вам не понравилось, что вы выполнили с легкостью, а что вам было трудно. Быстренько запишите то, что вы запомнили из этого урока. То, что вы запомнили из этого урока. Чудо мое. Вот это. Значит, смотрите. Перед вами, вот тут, смотрите. Вот сюда вы сейчас выйдете и сюда приклеите свои стикеры. Если вам урок понравился, вы были удовлетворены своей работой, то вы клеите на солнышко. Видите, смотрите, какое оно улыбающееся. Если вам было трудно, тяжело, может быть, где-то что-то чуть-чуть не поняли, или вам было скучно на уроке, то вы клеите вот сюда солнышко и тучка. А если вы вообще сидели, скучали, вам был урок совсем не интересен, вы клеите на облачко. Понятно? Все. Итак, 1, 2, 3. Не прыгаем? Сюда? На солнышко? Тише. Сюда? Так. А по вашим стикерам я узнаю, что вам было... Ну. А что ты, Аделина, не это? Не надо подписывать. Все? Приклеили? Все, садимся. Все, садимся. Итак, ну давай быстро. Так, все? Давай, приклеивай. Ты куда приклеишь? Куда хочешь? Сюда? Ребята,
Так, все, сели. Не понравилось. Куда? Чуть-чуть? Ну, давай. Клей. Потому что у меня всего лишь 2 улыбки, потому что вы меня иногда не вызываете. Так, а теперь сели, и давайте посчитаем, кто у кого много очень смайликов. Ну-ка, поднимите руки, у кого сколько? 4, да? У кого, давайте так, у кого 5 смайликов? 5, не у кого, да? У кого 4 смайлика? 4, да? Так, ну они молодцы, значит, давайте им похлопаем. Значит, сегодня получают 10 баллов. Так, тише. У кого меньше 4? 3. Так, хорошо, вы тоже молодцы. То есть вы получаете по 8 баллов, да? Давайте похлопаем им. И у кого по одному смайлику? По одному. Хорошо. Ну вы тоже молодцы. 2 тоже молодцы. Давайте похлопаем. Так, мы в конце, ребята, мы после уроков с вами, вы подойдете ко мне со смайликами, и мы поставим ваши баллы по вашим смайликам. Сегодня мне очень понравилось, как работала Сымбат. Мне очень понравился и Мангали, Сури, Алима, Софья понравились. Даже Аркен сегодня молодец, работал. Маша старалась, мне очень понравилось тоже. Нурила старалась. Даниял тоже молодец, старался. Почти что все были молодцы. Ребят, на этом наш урок что делаем? Заканчиваем.